Здравствуйте. ВИЧ-инфекция– это вирус иммунодефицита человека. Он передается тремя путями. Передается самый распространенный– это половой путь, и передается через кровь. Это называется парентеральный путь. При попадании вируса через через поврежденную кожу или попаданием инфицированного материала в кровь человека. Или передается третий путь, это от матери к ребенку. Это только беременная ВИЧ-инфицированная женщина может передать ВИЧ-инфекцию своему ребенку во время беременности, или во время родов, или во время грудного вскармливания. ВИЧ-инфекция – это вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему организма, если так сказать, именно полностью отключает защитное свойство организма. Это можно сравнить с обычным антивирусом, который у нас есть в компьютерах. Да? Когда антивируса нету, в компьютер попадают разные вирусы и поражают и приводит к полной неработоспособности компьютера. То же самое аналогично получается с нашим организмом. Чем раньше мы узнаем о ВИЧ-инфекции, тем быстрее мы можем сохранить здоровье человека, потому что, как я ранее говорил, ВИЧ-инфекция – это вирус, который постепенно поражает именно иммунную систему, да, незаметно. И получается, это может длиться 10-15 лет. И второй этап – это когда мы подключаем к лечению, эти люди, когда достигают неопределяемой вирусной нагрузки, они не могут передавать ВИЧ-инфекцию другим лицам, даже при незащищенном половом контакте. И основная цель – это сохранить здоровье и, получается, и оградить передачу ВИЧ-инфекции другим людям. Чем раньше мы это делаем, тем лучше будет эффект от этого. ВИЧ-инфекция по внешним признакам до наступления каких-то продвинутых стадий, это стадия СПИДа, определить невозможно по внешним признакам. Да? ВИЧ-инфекцию можно узнать только тогда, когда вы сдаете именно на ВИЧ-инфекцию, да, целенаправленно. На сегодняшний день у нас почти основной контингент населения, они тестируются бесплатно. Бесплатно могут тестироваться это беременные, 2 раза во время беременности могут в первом-третьем триместре. Половые партнеры беременных тоже тестируются бесплатно. И все люди по клиническим показаниям, которые имеют направление от врача, тоже полностью тестируются бесплатно на ВИЧ-инфекцию. И получается, и по эпидемиологическим показаниям, да, если рискованное поведение есть, тоже тестирование бесплатное. Также, учитывая, что наше очень большое количество граждан находится в миграции, для тех, кто был в миграции, тоже тестирование идет бесплатное. И у нас, чтобы быстрее найти людей, было внедрено очень много методов тестирования. Первый метод – это обычный через забор крови, это в поликлиниках или областных центрах по борьбе с ВИЧ и гепатитами. И получается, люди просто придут, сдают кровь, и лабораторным методом можно узнать. Мы также внедрили тестирование сейчас на уровне поликлиник именно по клиническим показаниям экспресс-тестирования. Это говорит о том, что если у человека есть какие-то показания, он не сдает кровь, а сразу по капиллярной крови могут определить в течение 15 минут сразу же, есть ВИЧ-инфекция или нет. Также у нас есть тестирование на уровне родильных отделений.
И если в любые родильные отделения оснащены экспресс-тестами, если беременная не прошла во время, в течение беременности не прошла тестирование на ВИЧ, то перед родами обязательно ей могут сделать экспресс-тестирование. И также у нас есть тестирование по слюне. Уже с 2012 года мы внедрили тестирование для ключевых групп населения, как потребителей инъекционных наркотиков, и для секс-работников, и для мужчин, имеющих секс с мужчинами. Да, это считается ключевые группы населения, которые имеют высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией. Да, тестирование по слюне на базе НПО. Получается, что многие люди, представители из этих ключевых групп населения недоступны для медицинских работников, поэтому привлекаются неправительственные организации, которые помогают именно их в доступе к этим людям и помогают их тестировать на базе в полевых условиях. И один из самых последних новшеств — это получается самотестирование по слюне. В принципе, у нас в стране уже в течение 3 лет доступно самотестирование. Это можно заказать через сайт самотесты и получить их в самых ближайших аптеках тоже бесплатно. Если человек сомневается, в силу высокой стигмы, дискриминации, люди иногда стесняются ходить именно в центры СПИД сдавать анализы, потому что подумают, что окружение к этому немножко строго на это смотрят, что если человек там находится, он может быть плохого поведения. И в таком контексте мы решили, чтобы был доступ именно к самотестированию. Люди могут получить эти тесты, там есть специальные инструкции, есть в социальных сетях специальные видеоинструкции, которые есть и на кыргызском, на русском языке, по которым может человек сделать сам тест. И в случае, как интерпретировать результаты, человек может обратиться в ближайшее медицинское учреждение. В этих информационных листах прописаны все организации медицинского здравоохранения, номера, куда можно обратиться. В нашей стране с 14 лет подростки могут самостоятельно сдавать на ВИЧ-инфекцию согласно закону. Поэтому старше 14 лет они могут заказывать, могут приходить и без ведома родителей проверяться на ВИЧ-инфекцию. Анонимное тестирование, это тоже один из методов тестирования, которые для привлекательности, чтобы люди, не раскрывая любые свои данные персонального характера, могли проходить тестирование. Для того, чтобы проходить анонимное тестирование, можно обратиться в наши центры по контролю за ВИЧ и вирусными гепатитами и просто подойти и сказать, что хотят пройти анонимное тестирование, которое гарантировано законом Кыргызской Республики. И при этом не нужно показывать никакие документы, просто сказать, что человек, любое обозначающее, чтобы потом знать, кто это сдавал, любое это могут быть цифры, набор каких-то букв, чтобы определить, зарегистрировать. И можно, или любой код присваивается, и потом этот человек может сдать анализы и получить результаты. И никаких персональных данных для этого не запрашивают. Подросток не может пройти это анонимное тестирование, потому что это такой сложный вопрос. Если человек пришел, скажем, подросток 14 лет может выглядеть на 20 человек, врач может, скажем, не может определить, по внешности, что это как взрослый человек, если человек 15-16 лет, они сейчас могут выглядеть на 25 даже. Но в целом анонимное тестирование, оно рассчитано только для взрослого населения.
надо говорить, что ВИЧ-инфекция это не приговор. На сегодняшний день это заболевание абсолютно хорошо контролируется, и люди с ВИЧ-инфекцией живут там долго и счастливо. Когда люди лечатся, они могут спокойно жить, не опасаться, что вирус может передаваться другому человеку, и что это не смертельное заболевание, а обычное хроническое заболевание.